Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Маштабная рэканструкцыя. Першы этап будаўніцтва чатырохпалоскі ад Гомеля да Брэста завершыцца ў верасні. Умовы працы і якасць харчавання ў Добружскім раёне праверылі сельгаспрадпрыемствы. Без тэрміну даўнасці ў Веткаўскім раёне перапахавалі астанкі ахвяр генацыду. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На Гомельшчыне працягваецца рэканструкцыя ўчастка трасы М10 ад Рэчыцы да Калінкавічаў. Важная частка абнаўлення моста праз Днепр. Ход рамонтных работ праінспектавалі старшыня аблвыканкама Іван Крупко і міністр транспарту і камунікацый Алексей Ляхновіч. Падрабязнасці далей у сюжэце. Работы по рэканструкцыі моста праз Днепр знаходзяцца ў актыўнай фазе. Ужо выкананы разбор 5 пралётных железабетонных збудаванняў. Вядуцца работы па ўсталёўцы пляцоўкі і падмурка, будуюцца новыя апоры. Скончыць усё запланаванае плануецца ў 2029 годзе. Аднак мостабудаўнікі упэўнены, што пусцяць рух па важнай артэрыі раней. Мы движение по этому мосту откроем не позднее 7 ноября 2027 года. Дальше работы будут продолжены, которые не будут мешать движению транспорта. Сама траса М10 таксама не засталася па-за увагай губернатара і міністра. Кіраўнікам падрабязна распавялі, якой будзе дарога пасля завяршэння работ. Ключавое змяненне – траса стане чатырохпалоснай з цэментабетонным пакрыццём. Першы этап работ – каля 17 кіламетраў ад Рэчыцы да Каравацічаў. Будаўнікі плануюць завяршыць у верасні гэтага года. Выкладзены верхні пласт пакрыцця. Вядзецца ўладкаванне землянога палатна, транспартных развязак і пешаходных пераходаў. У завяршальнай стадыі аднаўлення меліярацыйных систем. Лечатся Хойники до Караватича. 16,8 километров. Ну когда мы закончим? В сентябре месяце. Сентября, будем да. торжественно открывать. Вторая очередь тоже начинаем. Да, начинаем. Сейчас корректируем проектную документацию. Ну, надо посмотреть. Для прадухілення ДТЗ з удзелам дзікіх жывёл прадугледжана установка сеткі ўздоўж дарогі. Прыпыначныя пункты ўздоўж трассы будуць выкананы ў адзіным стылі. Работа проделана большая, но пока мы работаем только на первой из 5 очередей. Задача, которая поставлена президентом при открытии моста в Мозыре, была эту дорогу к 30 году завершить. Поэтому моя цель сегодня посетить Гомельскую область, посмотреть, как работают строители и где-то ускорить и направить на то, чтобы работы выполнялись в более быстрые сроки. Губернатар і міністр абмеркавалі з дарожнымі службамі пытанні захавання бяспекі для вадзіцеляў, пешаходаў, а таксама даручылі будаўнікам прадугледзець стварэнне безбар'ернага асяроддзя. Пастаўлены таксама задачы аб падсыпцы адхонаў, усталяванні агароджаў, добраўпарадкаванні прылеглай тэрыторыі. Пасля завяршэння ўсіх работ траса М10 стане значна камфортней і бяспечней для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Михаил Синицын, Игорь Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Абед па раскладзе, тэхніка спраўная. Санітарная служба разам з інспекцыяй працы галіновага прафсаюза праводзіць маніторынг сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Асноўны акцэнт на ўмовы працы і харчавання механізатараў. Нават адсутнасць стала і крэслаў у палявой кухні можа пагражаць прадпісаннем. Нашы карэспандэнты адправіліся ў рэйд у Добружскі раён. Пасяўная ў самым разгары. У агракамбінаце «Новы шлях» Добружскага раёна засеяна ўжо 600 гектараў яравых культур. Паралельна тут займаюцца другой падкормкай азімых і падрыхтоўваюць глебу для сяўбы кукурузы. А сёння яшчэ сустракаюць маніторынгавую камісію. На гадзінніку 12:00 прыйшоў час абедаць, кропка збору ў поле. Сёння ў меню грэчневы суп або борщ, смажаніна з котлетай, салаты, гарачыя напоі і дэсерт. Ёсць усе ўмовы для камфортнага абеду. Стол і крэслы, абрус. Дарэчы, сталовая агрокомбината лічыцца лепшай у Добружскім раёне. На сегодняшний день мы обслуживаем 4 хозяйства, включая наше. В 11 часов у нас загружается наш автотранспорт в столовой. Параллельно приезжают к этому времени еще и другие 3 хозяйства, тоже забирают свои обеды, ну и, соответственно, развозят по своим хозяйствам. Где-то ориентировочно, да, к 12 часам, в зависимости, конечно, от удаленности поля, к 12 часам машина приезжает, кормит механизаторов. Если, конечно, погодные условия нам не совсем позволяют это все делать на улице, есть возможность собрать механизаторов, привезти и покормить их, соответственно, в столовой. Столовая работает круглогодично. На сегодняшний день у нас обед варьируется порядка от 14
15 до 20 рублей. А механизатор возмещает у нас 30%. Это где-то 4-5 рублей. На кантролі таксама пытанне аховы працы, спраўнасць і укамплектаванасць тэхнікі. На гэтым прадпрыемстве зараз працуюць 16 машын. Транспартныя аптэчкі, перадрэйсавы медагляд вадзіцеляў, забеспячэнне работнікаў сродкамі індывідуальнай абароны і спецадзення. Усё ў парадку. Падчас маніторынгу выяўлены нязначныя парушэнні, якія адразу ж на месцы выпраўлены. По результатам мониторингов можно сказать, что организации подготовились и создали необходимые условия для безопасной работы работников. При выявлении нарушений выдаем руководителям рекомендации, контролируем за устранением выявленных нарушений. Немаловажно, проводим еще беседы с работниками по профилактике производственного травматизма. Рассказываем случаи, которые происходили в организациях. Работаем на профилактику. Важно, чтобы и руководитель, и работники были заинтересованы в безопасных условиях труда. Маніторынгавымі мерапрыемствамі ахоплена амаль палова сельскагаспадарчых арганізацый в области. У выпадку выяўлення парушэнняў выносятся адпаведныя прадпісанні. Касательно данной сельскохозяйственной организации в прошлом году были выявлены в том числе нарушения в период массовых полевых работ по обеспечению средствами индивидуальной защиты и спецодежды в частности и обеспеченности кабин сельхозтехники аптечками. В ходе сегодняшнего мероприятия были оценены условия, какие созданы для работников в полевых условиях, состояние кабин, наличие аптечек, спецодежды, условия для соблюдения правил личной гигиены при приеме пищи, а также для непосредственно самого приема пищи. Значит, нарушения не установлены, работающие обеспечены всем необходимым. Работа по контролю за реализацией данных мероприятий в других сельскохозяйственных организациях Гомельской области будет продолжена также во взаимодействии с профсоюзами агропромышленного комплекса. Тэрыторыі, выведзеныя са спісу радыяцыйна небяспечных і вернутыя ў гаспадарчы абарот на асаблівым кантролі. У Добружскім раёне выкарыстоўваецца больш як 1460 гектараў такіх земляў, а ўсяго ў Гомельскай вобласці з 1993 года уведзена ў гаспадарчае выкарыстанне 11,5 тысяч былых радыяцыйна небяспечных земляў. Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Новыя старонкі ў справе аб геноцыдзе беларускага народа. У Веткаўскім раёне сёння перапахавалі астанкі мірных жыхароў, у якіх расстралялі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Яны былі знойдзены падчас раскопак ва ўрочышчы Шубіна паблізу раённай бальніцы. На месцы пабывалі нашы корэспандэнты. Раскопки ва ўрочышчы Шубіна Веткаўскага района распачаліся летом 2025 года. На месцы выяўлены астанкі больш як 70 мірных жыхароў. Паводле матэрыялаў следства, у жніўні-верасні 1942 года з Гомеля ў Ветку прыбылі нямецка-фашысцкія карнікі. Папярэдня паліцаі затрымалі мясцовых жыхароў яўрэйскай і цыганскай нацыянальнасцяў, дарослых і дзяцей. Затрыманых канваіравалі ў лес, дзе ў паўкіламетра ад пасёлка расстралялі і пахавалі. Работали с архивными данными, еще, которые были после военного периода собраны. Мы установили пожилого человека, который хоть и не был свидетелем этих событий, но вместе с тем, прогуливаясь по лесу с мамой, и вернее с тетей даже, значит, она ему показала место приблизительно, где происходил вот этот расстрел. И она знала, опять же, со слов жителей. Он показал на месте нам это все, зафиксировано было, плюс работа с картографическими снимками, наложение на местности, соответственно, установили приблизительно место захоронения. Як установлено, на гэтым месцы загинуло 31 дзіця, 19 мужчин, 12 жанчын. Прыналежнасць астанкаў 13 чалавек не установлена. Косці выяўленыя на глыбіні 2 метры і былі пахаваныя ў 2 ўзроўні. Многія чарапы маюць пашкоджанне, што сведчыць, што да людзей прымянялі насилие. С учащимися, которыми мы приезжали на место раскопок, впечатления были страшные. Да? Ребята, кто-то плакал, кто-то просто немел от ужаса, да? Который можно было увидеть в этой яме. Женщины, дети, вот эти маленькие позвоночники, которые... это страшно. На самом деле тут какими-то словами описать, наверное, даже очень сложно. Астанкі жыхароў раёна, якія так і не пабачылі мірнага неба, былі пахаваны ў спецыяльна прызначаным месцы з усімі ушанаваннямі. При освобождении Ветковского района погибло больше 10 тысяч советских граждан, захороненных в братских могилах. Также более 2000 ветковчан-земляков погибло в разный период на разных фронтах
Великой Отечественной войны. Расследаванне крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны распачалося ў 2021 годзе. За гэты час у Беларусі устаноўлены сотні раней невядомых месцаў пахаванняў. І гэтая работа працягваецца. Уладзіслава Галабокіна, Вольга Канавалова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У дні памінання памерлых з 18 па 21 красавіка 2026 года на тэрыторыях зон адчужэння і адсялення праезд да могілак будзе дазволены без пропускаў. Пры гэтым абавязковая рэгістрацыя на кантрольна-прапускных пунктах. Час знаходжання з 8 до 17 гадзін. Для наведвання месцаў пахаванняў трэба мець пры сабе паспарт і дакументы на транспартны сродак. Уезд на тэрыторыю Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка ажыццяўляецца толькі праз кантрольна-прапускныя пункты па дарозе. На тэрыторыях радыеактыўнага забруджвання забараняецца адхіляцца ад маршруту, карыстацца вадой з адкрытых крыніц і збіраць расліны, займацца паляваннем і рыбалкай. Могілкі, размешчаныя на тэрыторыі запаведніка ў Хойніцкім раёне, знаходзяцца ў пагранічнай зоне. Замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства трэба дадаткова аформіць пропуск праз электронную падачу заявы на адзіным партале электронных паслуг. У іншыя дні для ўезду на гэтыя тэрыторыі патрэбна афармленне пропуску. Час спраў. У Гомелі прайшла 4-я канферэнцыя Гомельскага абласнога аддзялення партыі «Белая Русь». Удзел у мерапрыемстве прыняла старшыня партыі Вольга Чамаданова. Асноўныя тэмы пасяджэння – абмеркаванне прыярытэтных напрамкаў і работа Гомельскага аддзялення за першы квартал 2026 года. Асноўны акцэнт на моладзь. Летась у партыі «Белая Русь» стварылі новы напрамак – маладзёжны рух «Іскра». За апошнія месяцы гомельскі штаб увасобіў у жыццё праект «Блог з свету па іскры». Гэта серыя вертыкальных відэа, дзе простай мовай распавядаецца пра важныя грамадска-палітычныя тэмы. Яшчэ адзін рэалізаваны праект «Жывая стужка памяці». Відэа-архіў, у якім будзе серыя інтэрв'ю з людзьмі з успамінамі пра значныя падзеі. У планах таксама распаўсюджання ўласнай сістэмы аналітыкі контенту. Уже разработана информационно-аналитическая система эксклюзивная, которая может анализировать любой тип контента, будь то текст, фото, видео, звук, на наличие запрещенной информации, экстремистских призывов. Это информационная система интеллектуальная. Ее разработал один из наших активистов. За 3 гады дзеяння партыя прайшла вялікі шлях станаўлення. Папярэдняя праграма развіцця з'яўлялася фундаментам, які аб'яднаў амаль 12 000 чалавек. Новая праграма будуецца на 3 стратэгічных дакументах. Гэта праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця, канцэпцыя нацыянальнай бяспекі і закон аб развіцці грамадзянскай супольнасці. Наша концепция, она охватывает действительно от таких важных основ, как защита суверенитета, белорусской самобытности, идентичности, исторической памяти. Это наш общий политический такой манифест ответственности. И принимая ее, мы даем обещание народу Республики Беларусь, что партия «Беларусь» будет максимально содействовать в развитии нашего гражданского общества, являться действительно ключевым эффективным мостом между народом, обществом и государством. Канферэнцыя прайшла ў фармаце канструктыўнай размовы. Былі вылучаны галоўныя аспекты, мэты і задачы партыі ў рамках праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2026-30 гады. Асаблівая ўвага ўзмацненню ідэалагічнай работы і патрыятычнага выхавання. Як правільна накласці павязку на рану і што рабіць, калі здарыўся пажар? Пра гэта павінны ведаць не толькі дарослыя, але і дзеці. У Гомелі стартаваў унікальны праект арганізацыі Беларускага чырвонага крыжа «Першая дапамога дзеці». Прызначаны ён для ўдзельнікаў ад 5 до 10 гадоў. Пілотным аб'ектам стаў інавацыйны гомельскі дзіцячы сад нумар 127. З карыснымі падарункамі і гульнявой вучэбнай праграмай прыбылі валанцёры Чырвонага крыжа. Адукацыйную миссию взяли на себе и ростовые ляльки. Вопросам безопасности в нашем учреждении мы уделяем большое внимание. В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности игра, поэтому, конечно же, с помощью игровых приемов и игры дети больше всего усваивают правила поведения. Наряду с тем, что мы обучаем взрослое население первой помощи, за прошлый год это 15 000 человек обучено, мы вводим впервые в Республике Беларусь
вводный курс такой по оказанию первой помощи для малышей. Мы видим, насколько они прогрессивны, насколько хотят учиться и познавать что-то новое. Мы создали куклы, это мальчик и девочка, это Петрусь и Марыся, которые будут служить манекенами для того, чтобы ребята планомерно осваивали навыки оказания первой помощи, чтобы они могли оказать помощь в первую очередь себе, своему другу, подруге, в семье, посоветовать маме и папе, как действовать в любой сложной жизненной ситуации. Дай Бог, чтобы эти навыки им никогда не понадобились. Ну, а о них нужно знать. Плануецца, што адукацыйны праект стане маштабным і ахопіць усю Гомельскую вобласць. Чырвоны крыж працягвае ўзаемадзеянне з установамі адукацыі. Старшакласнікі, якія пройдуць навучальны курс, змогуць таксама далучыцца да навучальнага працэсу ў якасці выкладчыкаў. Праваслаўныя ва ўсім свеце ў гэтыя дні ў чаканні самага светлага хрысціянскага свята – Вялікадня. У гэтым годзе ён прыпадае на 12 красавіка. Сёння ў праваслаўным календары Страсная пятніца, перадапошні і самы журботны дзень Вялікага посту. Паводле Евангелія, менавіта ў пятніцу Ісус быў асуджаны і распяты на крыжы. Вернікі рыхтуюцца да ўваскрэсення Гасподня. Як гэта адбываецца, даведвалася Ірына Драбышэўская. Хрысціяне вераць, званы чысцяць душу і прастору. Вось настаяцельніца Гомельскага жаночага манастыра і ігуменя Вера паказвае, як гучыць велікодны звон. У манастырскай абіцелі між тым ва ўсю ідуць велікодныя прыгатаванні. У мясцовай пякарні з пылу з жару ўжо гатова першая партыя самай галоўнай велікоднай стравы – духмяныя кулічы. Начинаем печь уже со среды. Не сохнет? Нет, прекрасно сохраняется. Делаем тоже творожные пасхи на пасхальную трапезу. Но это уже мы не предлагаем на продажу, только для себя. Творожную пасху делаем и яйца красим. Народная сцежка і здобны водар завялі гамельчанку любоў у манастырскую краму. Гаспадыня вырашыла ўпершыню адступіць ад хатніх традыцый. Все время пекла сама, а в этом году вот решила купить в монастыре, потому что слава о этих пасхах идет очень хорошая, потому что здесь пекут вкусно, вот, поэтому я решила попробовать, как говорится, по совету прихожан. У нас секретов нету. У нас все натуральный продукт. Тесто с молоком, маслом, изюм, курага, сметану, все как положено. Но без химикатов, без ничего. Отличается, наверное, тем, что это как бы церковные продукты, намоленные вот этим как бы. И для церковных людей это очень важно и дорого. Именно брать в храме, в церкви, в монастыре. У нас в церковном киоске мы предлагаем для прихожан. Вот кому-то мы еще потом жертвуем тоже, кого-то угощаем, чтобы на всех хватило. У кожнай гаспадыні свой сакрэт. Блогеры актыўна навучаюць кулінарным прамудрасцям падписчикаў. Галоўнае, каб цеста ўзышло правильно. Самое главное – это приготовить правильно опару и вымесить. 3 раза, чтобы осело, поднялось тесто. Ну, я так делаю. Может, я неправильно делаю, но я так делаю. Самая творчая задача – гэта прыгатаваць велікодныя яйкі. Фарбуюць іх зараз ва ўсе колеры вясёлкі. Можна зрабіць і залатыя, але велікодная класіка чырвоная. Менавіта яно стала, паводле легенды, сведчаннем о воскрешении Христа. Пасхальное яйцо символизирует жизнь. То есть, как бы Христос воскрес, и пасхальное яйцо тоже символизирует пасхальный праздник. У манастырскім двары ёсць традыцыя прыбіраць амаль як ёлку ружовы куст. Упрыгожваюць яго кветкамі, сувенірнымі яйкамі і яркімі стужкамі. Але галоўнае тут гавораць не забыцца упрыгожыць і сваю душу, памірыцца з блізкімі і сустрэць Вялікдзень з любоўю, бо Христос і есть любоў. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Вялікдзень – адно з самых цёплых і сямейных святаў, калі асабліва хочацца сабрацца разам, узгадаць добрыя традыцыі і выбраць для святочнага стала ўсё самае роднае. У нашым наступным сюжэце аб сямейнай атмасферы, велікодных традыцыях і брэндзе «Сваё», які робіць смак свята па-сапраўднаму блізкім і сваім. В преддверии Пасхи бренд «Свое» собрал удивительных гостей. Тех, кто знает цену белорусским традициям, семейному столу и вкусу родной земли. За одним столом эксперты, мастера, семья, чтобы вспомнить, как отмечали Пасху раньше, что сохранилось сегодня и почему в такие дни особенно хочется выбирать свое.
мы получили какие-то исконные традиции, как отмечалась Пасха в каждой из этих семей. Естественно, свой опыт своих семей они передали нам. Я передаю Иларии. Илария – это моя дочь, ей 13 лет. И так как мы живем уже в современной белорусской семье, мы Пасху как-то по-новому пытаемся какими-то рецептами даже из соцсетей, да, Илария, приукрасить. Хлеб вообще у наших предков был очень значимой вещью, которая всегда ставилась во главе стола. Если в доме есть хлеб, если есть хлеб стоит на столе, значит в доме есть семья. И, конечно же, на любой праздник пекся хлеб. И как я уже говорила, на Яриловец, на Красную Горку, на Пасху пеклись куличи. Это символ богатства, символ перерождения, символ обновления земли. Вот сегодня смотрю, у нас на столе такие замечательные яйца лежат. Это меня очень радует, потому что видно, что они сделаны в наших традициях, то есть с правильным инструментом, так как в Беларуси сохраняются традиции. Для меня Пасха – это всегда большой праздник, где собирается вся семья и садится за большой стол. В обязательном порядке, то есть мы всегда утро встречаем вдвоем, и обязательно в этот день мы приезжаем к бабушке, дедушке, там у нас уже ждет стол, как в детстве, поэтому в обязательном порядке мы отмечаем этот праздник нашей большой семьей. Я хочу сказать в защиту отечественного производителя. Много раз мы ошибались, и белорусский сыр принимали за итальянский. То есть белорусы научились пармезан делать великолепно. Что касается нашей мясной продукции, то просто шикарно. Конечно же, желательно свои домашние яйца и все на своем, то есть и свой хлеб, и свой кулич своими руками, и своих домашних продуктов. Вообще народная культура, вот та, которую мы сегодня изучаем, та, которую мы сохраняем, это культура, которая была взята из быта. То есть то, чем пользовались каждый день, то, что готовили на праздники, определенное количество блюд, которые, конечно же, были сделаны только из своих продуктов, из своего подворья и своего огорода. Пасха – праздник веры, праздник любви, весны, и наша земля богата белорусскими продуктами, и таким же в этот праздник всегда богат наш стол. Но если наш темп жизни тоже богат на события, то нам всегда на помощь приходит Евроопт, потому что я, например, не умею печь куличи, но я всегда знаю, где можно их купить вкусные, и мы всегда ходим и с удовольствием выбираем с Иларией то, что подходит нам на наш стол, и ведем к родителям в гости. Пасха собирает за одним столом поколения, семейные истории и вкусы, знакомые с детства. И когда к празднику хочется выбрать по-настоящему родное, бренд «Свое» объединяет белорусские традиции, натуральные ингредиенты и современное качество производства. «Свое» — это вкус родной земли, которому доверяешь, и продукты высокого качества, с которыми праздничный стол становится по-настоящему своим. Пошук пакупніка, бясконцыя званкі, сустрэчы на паркоўках. Самастойны продаж аўто часта ператвараецца ў галаўны боль. Новы гомельскі аўтасалон змяняе правілы гульні на другасным рынку. Як вырашыць пытанне хутка, сумленна і выгадна – усе падрабязнасці ў нашым сюжэце. Удачное местоположение – один из главных факторов высокой посещаемости новой площадки. Автосалон 7422 открылся на Студенческом проезде 2, непосредственно за Давыдовским рынком. Высокая проходимость играет на руку клиентам. Нередко люди, приехав за покупками на рынок, заходят просто посмотреть, а уезжают уже на новом автомобиле. Для тех, кто хочет продать свою машину, такая популярность площадки гарантирует максимально быстрый результат. Договор мы заключаем на 30 календарных дней. Средний срок продажи вашего автомобиля составляет 14 дней. Для вас процедура это абсолютно бесплатно. Мойка, предпродажная подготовка вашего автомобиля за наш счет. У нас множество финансовых партнеров и программ, такие как кредитование, лизинг, а также распространяется рассрочка на автомобили, что поспособствует быстроте продажи именно вашего автомобиля. Гомельский филиал стал частью масштабной республиканской сети. 6 лет присутствия на рынке и свыше 10 тысяч реализованных автомобилей по всей стране. Эти цифры говорят о надежности компании. Сегодня 7422 – это бренд, проверенный временем и тысячами дорог. Именно этот опыт стал залогом успешного старта в нашем регионе. Конкретно в Гомеле мы открылись, потому что большое количество клиентов обращалось в другие салоны непосредственно из Гомеля. Поэтому мы решили усилить это направление в этом городе. И мы не ошиблись.
вернуть. Мы работаем с 1 марта, и за этот период мы продали более 40 автомобилей. И более 15 автомобилей уже выкупили по программе выкупа и трейдина. Сервис «Под ключ» включает в себя и финансовые инструменты. Оформить кредит или лизинг на выбранное авто можно прямо в офисе салона, без посещения банка. А процедура оценки старого автомобиля для обмена по системе трейд-ин занимает не более 40 минут. Автосалон 7422 работает ежедневно, предлагая гомельчанам быстрый, честный и удобный способ сменить автомобиль. Найти площадку можно по адресу Студенческий проезд 2. Виктория Шахварстова, Анна Кустачева, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Мастіч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомельском районе в поселке Житовля в одном из домовладений обнаружено тело мужчины с различными травмами. По предварительной информации, погибшего избили. На месте происшествия работали следователи и специалисты Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В Петриковском районе охотник незаконно добыл косулю. Тушу убитого животного он разделал прямо на земле. Остатки спрятал под пень упавшего дерева и замаскировал ветками. Установлено, что мужчина состоял в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Достоверно знал правила ведения охоты. Однако в указанный день при наличии у него путевок на добычу пушнины и водоплавающей дичи осознанно преследовал парнокопытное животное. Кроме того, он использовал на охоте незарегистрированных в установленном порядке собак. Жителю райцентра предъявлено обвинение, причиненный преступлением ущерб на сумму свыше 5000 рублей, а также стоимость незаконно добытого дикого животного фигурант возместил в ходе следствия. Органы прокуратуры Гомельской области на постоянной основе ведут работу по взысканию с виновных лиц ущерба, причиненного субъектам хозяйствования, произведенными выплатами в счет возмещения вреда окружающей среде. Наибольшее количество таких фактов допущено предприятиями агропромышленного комплекса, строительными организациями и предприятиями системы жилищно-коммунального хозяйства. Допускало засорение окружающей среды отходами, самовольная добыча полезных ископаемых, выжигание сухой растительности, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух с превышением нормативов и рубка деревьев без разрешительного документа. В Мозыре директор одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса обратился в милицию, обнаружив пропажу товаров на внушительную сумму. Установлено, что менеджер пункта в течение определенного времени использовала служебное положение в личных целях. Девушка забирала пришедшие на ее имя заказы, не оплачивая их. Кроме того, она практиковала выдачу товаров клиентам без фиксации оплаты. Общая сумма присвоенных ценностей и денежных средств составила более 5000 рублей. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело. В Петрикове по улице Колхозной горел гараж. В результате повреждена кровля, потолочное перекрытие и имущество в строении. К прибывшим работникам скорой медицинской помощи с ожогами обратился сын хозяина гаража. Он направлен на амбулаторное лечение. Рассматриваемая версия причины происшествия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Используйте только исправные отопительные приборы в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. В случае пожара не паникуйте. Незамедлительно звоните спасателям по телефонам 101 или 112. Прокуратурой Житковичского района установлено, что по вине филиала Мозырские электрические сети предприятия Гомельэнерго произошло уничтожение зерновых культур. В 2 километрах от Турова в августе прошлого года произошел обрыв кабеля электропередач. В результате на поле общей площадью более 4,5 гектаров произошел пожар, которым уничтожена пшеница. Установлено, что провод на пролете опор линии электропередачи был смонтирован неверно, что свидетельствовало о нарушении правил эксплуатации электросетей. По требованию прокуратуры сельхозпредприятию возмещен ущерб на сумму более 5000 рублей. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. В субботу Гомель-2 сыграет в гостях с Солигорском. Матч второго тура первой лиги пройдет на стадионе «Шахтер». Начало в 18:00. Онлайн-трансляцию игры можно будет увидеть на YouTube-канале Белорусской Федерации футбола.
Тем временем завершились очередные матчи юношеского первенства. Команды футбольного клуба «Гомель» дважды встречались со сверстниками из Мозырской Славии. В Ю-15 зафиксирована ничья 1-1. В возрасте до 16 лет зелено-белые одержали победу со счетом 2-0. Белорусская ассоциация мини-футбола определила лучшую десятку голов 21-го тура чемпионата страны. На 4-м месте расположился игрок гомельского ВРЗ Владислав Шила. Его точный выстрел помог команде одержать разгромную победу на выезде над минским «Дорожником». Сдюшор гандбольного клуба «Гомель» попала в 8 сильнейших соревнований среди девушек «Стремительный мяч-2026». Всего за попадание в четвертьфинал боролись 19 коллективов, представляющих детско-юношеские спортивные школы, центры Олимпийского резерва и клубы из разных уголков Беларуси. Финальные игры пройдут 11 апреля. Полное расписание можно найти на сайте Белорусской Федерации гандбола. Гомельчанки Виктория Кулагова, Елизавета Дедкова, Виктория Конюшенко и Виктория Боброва стали бронзовыми призерами первенства страны по баскетболу 3х3. Спортсменки – воспитанницы областного клуба по игровым видам спорта. Соревнования проводились среди команд девушек 2011-2012 годов рождения. Елизавета Дедкова вошла в символическую 5 турнира.